Сегодня совместно с посольством Ирана мы проводим конференцию «Духовность и рационализм как фактор противодействия экстремизму». Понимаете, это очень важная, сложная тема. И нас радует, что посольство обратилось к нам в университет с просьбой организовать эту конференцию. Мы обратились в нашу Академию наук, с которой мы тесно сотрудничаем. Поэтому организаторы это Национальная академия наук, Международный институт страна. Ну, тут написано культурное представительство, но это посольство и нас. Я думаю, что очень к месту сегодня это совещание. Учитывая ту обстановку, которую мы уже размерили, когда сейчас везде идут террористические проявления. И я полагаю, очень важно, что именно Иран поднимает данный вопрос. Я надеюсь на то, что будет дискуссии, надеюсь на то, что мы подготовили хорошую резолюцию. И насколько я понимаю, наши друзья из Ирана готовы опубликовать потом труды. Пожалуйста, давайте подготовленные материалы. Старайтесь читать издание Академии наук, журнале Международного университета и отдельно издадим этот материал. К сожалению, вы знаете, что президент Национальной академии наук подал в отставку. Его сейчас нет. Поэтому сейчас от имени Академии наук выступит, я даже не знаю, как назвать, вице-президент или нет, что-то непонятно. Но вице-президент, председатель Южного отделения Академии Кавторалеев. Уважаемые участники конференции, уважаемый господин посол, со всеми своими подчиненными, служащими. Сегодня нам очень отрадно то, что поднимается такой вопрос, и идет международная научная конференция «Духовность и рационализм как факторы противодействия экстремизму». Конечно, это не только, я думаю, филологам или философам или политикам. Я думаю, эта конференция объединяет нас всех, потому что мы живем на планете Земля, и мы должны сохранить ее в таком духе. И тем более взаимоотношения населения стран, в первую очередь, конечно, мирное небо, чтобы над каждой страной было. И вот, думаю, эти события, которые сейчас происходят во всем мире, противодействие экстремизму. Вот недавно в Швеции, да, в Англии и в других странах еще раз призывают нас быть бдительными и ради человечества, ради выживания в такой обстановке нужно только мир и взаимопонимание стран. Бедная или законодательная все равно каждый на этот мир приходит один раз, поэтому мы должны сохранить и передать наше взаимопонимание, сохранить и нашу окружающую среду, чтобы действительно она стала для всех народов мира доступным. Я еще раз хочу всех поприветствовать от имени Национальной академии наук, сотрудников, успехов в данной конференции и плодотворной работы. Еще раз поздравляю с открытием международной научной конференции. Спасибо. Спасибо. Слово представляется чрезвычайному полномочному послу Исламской Республики Иран в Кыргызской Республике Али Моштаба Муздехани.
در احتیام اندیشمندی برگزار می‌گردد کمال تشکر و امتنان را دارد. Я очень признателен за ваше приглашение на такое значимое мероприятие с участием значительных интеллектуалов. شکی نیست که برپای نشستی با هدف بررسی میزان تابعیت معنویت و عقلانیت در مقابله با افراط‌گرایی بسیار ضروری به موقع و قابل تحقیق است. امروزه افراط‌گرایی فشل یکی از قاطع‌ترین چالش‌ها و احتمالاً مهمترین چالش‌هایی است که نه تنها منطقه ما بلکه تمامی جهان را تهدید می‌کند. ادعاهای جهانی جریان افراط و فراگیر بودن آن با توجه به ویرانی‌ها و خرابی‌های ایجاد شده طی سال‌های اخیر در عراق و سوریه روشنگر میزان و آثار مخرب احتمالی این جریان برای محیط امنیتی و ژئوپلیتیک جهان و به ویژه منطقه ما می‌باشد. جنایات گسترده از جمله قتل‌ها، تجاوزات جنسی، تغییر اجباری دین، شکنجه و به برده کشیدن انسان‌ها، تخریب مساجد و اماکن تاریخی و اماکن متبرکه، کلیساها و مقبره‌ها، نوع و دامنه تهدیدات ناشی از گروه‌های افراطی و در دست آنها داعش را نمایان می‌سازد. گرایش‌های تکفیری این گروه‌های تروریستی باعث شده تا تهاجم، ظلم و جنایت علیه بخش‌های گسترده‌تری از مردم را توجیه و با بی‌شرمی تبلیغ می‌نماید. Нет никаких сомнений в том, что проведение мероприятий для оценки эффективности, духовности и рациональности в борьбе с экстремизмом является очень необходимым, своевременным и заслуживает высокой оценки. Сегодня насильственный экстремизм является одной из наиболее острых проблем и, вероятно, самой важной проблемой, которая угрожает не только нашему региону, но и всему миру. Мировые претензии экстремистских движений являются влияющими на все аспекты, учитывая разрушение, к которому привела деятельность в Сирии и Ираке, показывают уровень ущерба, нанесенный безопасности и геополитике всего мира и нашего региона в частности этими движениями. Массовые преступления, включая убийства, изнасилования, принудительная смена религии, пытки, порабощение людей, разрушение мечетей, святых мест, церквей и гробниц показывают масштаб угрозы экстремистских группировок во главе с ИГИЛ. Такфиристские идеи этих террористических групп привели к вторжению, угнетению и преступлениям против широких слоев общества, создавая непристойную агитацию. باید توجه داشت این گونه اعمال و جنایات افراطگرایان ارتباطی با اسلام و هیچ دین دیگری ندارد. اسلام و سایر ادیان الهی در طول تاریخ همواره منادی و اشاعه دهنده ارزش‌های ناب انسانی همچون مهربانی، انسان دوستی، عشق به هم نوعان، شکیبایی، بردباری، گذشت و بخشش بوده است. با این حال که پیش از 2 قرن گذشته گروه کوچکی با سوابق مشهور به بهانه عوام‌فریبانه تسلیه دین چهره غیرواقعی و تحریف شده از اسلام را معرفی کرده و تلاش نمودند که عناصر مهربانی و بخشش را از دین حذف کنند. بر همین اساس نیز این جماعت تکفیری و پیروان آنها کسانی که حاضر نشدند چنین تفسیر خشنی از دین را بپذیرند را مستحق مجازات دانسته و خارج از دین می‌کنند. مشکل جامعه انسانی ناشی از وجود چنین جماعتی زمانی شکل جدی به خود گرفت که عده‌ای ثروتمند و برخوردار از دولت با اهداف سیاسی خاص به حمایت و اشاعه چنین تفسیر جاهلانه‌ای از دین در کشورهای اسلامی به ویژه در جوامعی که دچار فقر مالی و فقدان آگاهی لازم نسبت به حقیقت دین بودند پرداختند. لذا طی 2 دهه اخیر ائتلافی میان برخی از دولت‌ها و صاحبان قدرت و ثروت دولتی از یک سو و گروه‌های تکفیری، تروریستی و افراطی از طرف دیگر مشاهده می‌شود که موجب تحقق پیشروی‌های نظامی و سیاسی قابل توجهی از سوی این گروه‌های خشونت طلب شده و منطقه و جهان را با تهدید جدی مواجه است. Следует отметить, что такие действия и другие преступления экстремистов не имеют никаких отношений к исламу и другим религиям. Ислам и другие божественные религии в течение своей истории всегда были предвестником и носителем общечеловеческого идеала, подобно состраданию, гуманизму, подобно толерантности, покорности, снисходительности и великодушию. Тем не менее, за прошедшие 2 столетия небольшая группа с сомнительным прошлым под предлогом демократической чистки религии, представляя неестественный и искаженный образ ислама, пытаются устранить из религии основы доброты, великодушия, сострадания и милосердия. Таким образом,
и его последователей. Те, кто отказывается принять такое насильственное толкование религии, считают достойным наказания и вне религии. Проблема гуманного общества, которое является результатом существования таких групп, стала восприниматься всерьез, когда кучка богатых и наделенных силой, преследуя определенные политические цели, начали поддерживать и распространять такие невежественные интерпретации религий в исламских государствах, особенно в общинах, которые столкнулись с нищетой и отсутствием необходимых познаний об истинной религии. Таким образом, в течение последних 2 десятилетий наблюдается союз между некоторыми государствами и имеющими государственную силу и богатство с одной стороны, и тактивистскими, террористическими и экстремистскими группами с другой стороны, которые привели к военно-политическому продвижению данных агрессивных групп, представляя собой серьезную угрозу для региона и мира. جمهوری اسلامی ایران در مقابله با چنین تهدیدات امنیتی از منظر اصل همسایگی نگریسته و بر این اعتقاد است که منطقه ما نیازمند همکاری و همگرایی است. از این دیدگاه در صورت وجود ناامنی در منطقه جمهوری اسلامی ایران نیز احساس امنیت نمی‌کند و لذا نه تنها امنیت کل منطقه بلکه امنیت تک تک کشورهای منطقه را مهم و حیاتی می‌داند. به علاوه جمهوری اسلامی ایران به منظور مبارزه با افراطگرایی خشونت‌آمیز به اجماع وسیع در سطح بین‌المللی حول محور جنایتکار شناختن داعش و سایر گروه‌های تکفیری و شکست آنها دعوت می‌کند. در همین رابطه ما از همه همسایگان خود دعوت می‌کنیم تا در یک برنامه مشترک برای مقابله با خطراتی که توسط گروه‌های افراطی و به‌ویژه داعش برای منطقه در تمامی ابعاد ایجاد شده است مشارکت و همکاری جدی و اطمینان بخش و ضروری را شروع کرده و از این ره گذر بتوانیم آینده بهتری را برای منطقه فراهم و با خطرات که نسل کنونی و نسل آینده را تهدید می‌کند مقابله نماییم. این یک ضرورت امنیتی سیاسی و زیست محیطی است. Уважаемые присутствующие, Исламская Республика Иран в противостоянии таким угрозам безопасности, учитывая основы добрососедства, убеждена в том, что наш регион нуждается в сотрудничестве и интеграции. С этой точки зрения, в случае угрозы безопасности в регионе, Исламская Республика Иран тоже не будет чувствовать себя в безопасности и считает жизненно важным не только безопасность всего региона, но и безопасность каждой отдельной страны в регионе. Кроме того, Исламская Республика Иран в целях борьбы с насильственным экстремизмом призывает к обширному консенсусу на международном уровне, направленный на выявление и признание преступлений и поражение ИГИЛ и тактических групп. В связи с этим мы призываем всех своих соседей к совместной программе по борьбе с опасностями, которые созданы в регионе во всех аспектах экстремистскими группами, в частности ИГИЛ. К началу необходимого доверительного партнерства и сотрудничества на этом пути для обеспечения лучшего будущего региону, противодействуя опасностям, которые угрожают нынешнему и будущему поколению региона. Это необходимость безопасности, политики и окружающей среды. در پایان اجازه می‌خواهم یادآور شوم که جمهوری اسلامی ایران ابتکاراتی را در سطح بین‌المللی تحت عنوان گفتگوی تمدن و جهان علیه خشونت و افراطگرایی در سازمان ملل اتحاد ارائه نموده که مورد تایید مجمع عمومی این سازمان قرار گرفته است. به نظر می‌رسد موفقیت چنین ابتکاراتی به مشارکت تمامی پالایشگران در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی بستگی دارد. و علاوه برای ترتیب و بازسازی جدی و مفهوم صلح و ثبات در منطقه به‌ویژه در غرب آسیا و آسیای میانه نیازمند پذیرش مجموعه‌ای از اصول مشترک برای فهم متفاوت و همکاری‌های امنیتی منطقه‌ای و دسته‌جمعی خواهیم بود. در صورت تحقق چنین اتفاق نظری می‌توان انتظار داشت که روند تضعیف و شکست تفکرات افراطی و تکفیری و حامیان چنین تفکراتی بازگشت ناپذیر خواهد شد. Уважаемые присутствующие, в конце позвольте напомнить, что Исламская Республика Иран предложила инициативу на международном уровне под названием «Диалог цивилизаций и мир против насилия и экстремизма» в Организации Объединенных Наций, что было принято в Генеральной Ассамблее. Думаю, что успех этих инициатив связан с партнерством всех участников на международном уровне. Кроме того, для серьезной реорганизации и создания стабильности в регионе, в частности на Западе Азии и Средней Азии, необходима совместная комплексная основа для взаимопонимания и сотрудничества по коллективной и региональной безопасности. В случае достижения такого видения можно ожидать, что экстремистские и тактивистские движения или сторонники
ослабнут и потерпят крах, и их возрождение будет невозможно. من ضمن ابراز امیدواری برای موفقیت این ویزه‌گر در رسیدن به اهداف واقعی خودش از اینکه بحثم یه مقدار طولانی‌تر شد عذرخواهی می‌کنم و از اینکه شما توجه کردید و حوصله و خرج دادید. Желаю деятельности рабочей этого фонда успехов и прошу прощения за столь длинную речь и благодарю за ваше внимание и терпение. Спасибо. Слово предоставляется директору Института философии и политико-правовых исследований Национальной академии наук Румынской Республики, члену-корреспонденту Академии наук, доктору философских наук, профессору Токуцакову. Этот институт как раз занимается теми проблемами, которые у вас возникают. Спасибо. Уважаемые участники Международного высокого форума, глубоко уважаемый господин посол Исламской Республики Иран и сопровождающая ваша делегация, позвольте от имени отделения общественных наук приветствовать всех участников и пожелать эффективной работы. Видимо, тематика сегодняшней конференции выбрана не случайно, поскольку думается, что сегодня важный год тоже росли такие понятия, как радикализм, экстремизм и терроризм, как негативное восприятие происходящих социально-политических событий в мире. При этом же мы знаем, что именно экстремизм и терроризм не имеют ограниченные какие-то границы региональные, а все приобретает глобальный масштаб, превращается в глобальную проблематику. И поэтому не случайно, видимо, организаторам была выбрана такая проблема злободневная, и мы с вами встречаемся здесь, у нас Национальная академия наук. Да, действительно, сегодня весь мир, в принципе, борется с терроризмом, особенно в последнее время проявляет свои действия так называемые исламское государство. Мы знаем как раз на деле ими предпринятые действия в последнее время. Вам всем известно, что произошло во Франции, в Бельгии, в Германии, в Швеции, вот буквально самое свежее, в Турции, в Ираке и так далее, да, в Великобритании. Поэтому, видимо, это такое проявление, что оно не имеет определенных границ и все время расширяет свои сети и вербует особенно людей не из благополучных, не обустроенных семей, особенно молодежи. И в основном они пытаются вербовать те страны, где основное вероисповедание является ислам. Нас, конечно, сильно раньше последние события, которые произошло в России, особенно в Санкт-Петербурге, что как раз получается не участником, а прямым действующим лицом уроженец наших Родинских республик, хотя из последних источников было известно, что он последние годы проживал в Турции. И в 2015 году, в 2015 году, был депортирован в Россию, вернее, депортирован из Турции, но через консульство России прямиком он попал в Россию и получил гражданство. Но тем не менее, значит, это тоже дает нам задуматься над этим. И не случайно, видимо, здесь первым делом в разборке проблематики значит, выделяет духовность. И здесь, видимо, немаловажную роль играет именно здесь собравшиеся интеллектуалы, я бы даже сказал, высокие интеллектуалы, которые собрались здесь, значит, как-то показать свои позиции в отношении
значит, такие проявления негативных, как экстремизм и как терроризм. Когда мне сказали, что надо будет поприветствовать здесь, я через интернет нашел некоторые информации. В частности, я могу вкратце привести. Значит, в 2015 году из России было завербовано 2000 человек в сторону Ливии, а в 2016 году уже 5000. А мы знаем, что из нашей республики тоже более 500 человек. Тоже, значит, даже многие из них участвовали в боях против Республики Сирии в рядах боевиков. То есть это тоже дает нам повод собраться и вот здесь решить. И кажется, что вот то, что выбрала такая тематика, и то, что вы собрали здесь, это не просто актуально, даже своевременно, а возможно даже слегка опоздали с тем, чтобы провести анализ и выразить свою позицию. Вообще экстремизм, терроризм сейчас проявляет себя как раковая опухоль. Видимо, надо предпринять какие-то меры, какие-то рекомендательные меры для того, чтобы это зло не превратилось на стадии, то есть не перешло на стадию метастаза. Я еще раз хочу поблагодарить всех участников и пожелать эффективной работы, но с другой стороны взвешенной и объективной дискуссии. Спасибо за внимание. Представителю Государственной комиссии по делам родителей Республики Исаевой. Добрый день, уважаемые участники. Позвольте поприветствовать организаторов, посла Исламской Республики Иран в Кыргызстане, уважаемых академиков, профессоров. На самом деле мы ждем от этой сегодняшней конференции очень много, потому что для государства, конечно, рекомендации, и то, что вы сегодня сказали, что будет принята резолюция, она будет еще одним дополнением в проведении государственной политики, в проведении мер по предупреждению радикализма и экстремизма. Поэтому я считаю, что сегодняшняя конференция очень актуальна, и отрадно, что наши интеллектуалы, наши ученые, имеющие очень такой экспертные, научно выверенные методы и подходы, обсудят и вынесут такие вот рекомендации свои. Хотелось бы всем пожелать плодотворной, эффективной работы, и при этом, конечно, хотелось бы отметить, что рост радикализма религиозного, рост экстремизма, прикрывающегося религии, на самом деле во всем мировом масштабе растет неуклонно. И здесь, конечно, весь мир, мировое сообщество на сегодняшний день приходит к выводу, что только силовыми методами, конечно, побороть это нельзя. И надо подходить комплексно, профилактическими, предупреждающими мерами. И здесь, безусловно, нужен комплексный подход. И Кыргызская республика, конечно, не исключение этому. На самом деле здесь было отмечено, что сейчас очень много факторов, очень много, скажем, таких вот ключевых моментов в тематике радикализма, экстремизма, терроризма. Даже вот необходимо отметить, что интернет, да, который является достижением таким положительным, продуктивным для всего человечества, печально, что на сегодняшний день используется как один из средств пропаганды идеологии, один из средств вовлечения, вербовки граждан. И поэтому, конечно, здесь необходимо взаимодействие всего сообщества. Только силовые органы, или, скажем, государственные органы противостоять этому злу уже понятно, что многими экспертами данной рекомендации не может.
И то, что было отмечено, то, что в последнее время растет тенденция одиноких радикалов, которые совершают террористические акты. И данная тактика все больше и больше используется экстремистскими террористическими организациями, к сожалению, на сегодняшний день. И силовые органы, на самом деле, с этим вопросом работать им становится все больше сложнее и сложнее. И поэтому на сегодняшний день, в этом году вы знаете, что президентом Кыргызской республики Алмазбек Шаршеновичем Атамбаевым 2017 год объявлен годом нравственности, воспитания и культуры. Почему? Потому что радикализм, он влияет на то, что у человека, у отдельного индивида, ну, скажем, утрачивается чувство патриотизма, национальной самобытности, культурно-семейных, скажем, таких вот ответственностей. И поэтому во исполнении этого указа в этом году, конечно, будут проводиться меры на то, чтобы именно подрастающее поколение воспитать в духе патриотизма, нравственности, культуры, осознанности своей значимости перед своей родиной, перед своей семьей, перед сообществом. Конечно, более детально то, что проделывается в рамках противодействия, предупреждения со стороны уполномоченного органа по делам религии, я остановлюсь на своем докладе. Всем желаю удачной и плодотворной работы. Уважаемые коллеги, к сожалению, я вынужден покинуть данное совещание, потому что у нас начинается, так получилось, что у нас параллельно идет защита диссертации. Я там представитель совета и народного отдела. Но я хотел бы сказать, что у нас в Равне все существуют в Иранах. У нас функционирует иранский центр. Они выплачивают стипендии нашим студентам.